Профессия воспитателя зародилась еще в Древней Греции. Тогда специально обученный человек, к нему представлялся мальчик 6 лет, и он помогал ему адаптироваться в этом мире. Везде его сопровождал, следил за его здоровьем, и тогда это называлось не воспитатель, а детоводитель. На сегодняшний день данная профессия также престижна и популярна. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Сегодня в рамках этой программы мы узнаем, как же это быть воспитателем дошкольного образования. Мы с вами проведем этот выпуск в младшей группе. Будьте с нами в течение всего эфира, и вы узнаете эту профессию изнутри. Ну а пока утро начинается, самое время подготовить все к тому, чтобы подошли детки. Для начала мы берем меню, спускаемся на кухню для того, чтобы узнать, чем они сегодня будут питаться. Ну и, конечно же, обязательно это взять чайничек, который мы наполним водой. А суп по-якутски это какой? Уха? Это на мясном бульоне картошка там и этот вермишель. Как вкусно! Да. В группе обязательно должен быть чайник с кипяченой водой, причем должна быть вода именно кипяченая, это требование санэпидемстанции. Если в течение 3 часов эту воду не выпили, она выливается, чайник моется и набирается новый. Рабочий день воспитателя начинается очень-очень рано. Первых детей начинают приводить в 7:30, прием заканчивается в 9 утра. До этого времени нужно все подготовить к тому, чтобы пришли воспитанники. Сейчас вместе с Алисой и Сашей, да? Мы дежурные, мы подготавливаем все к завтраку, пока другие ребята в соседнем классе занимаются. Одна из основных задач воспитателя – это, конечно же, правильно организовать весь день учащихся, но и привить им социальные навыки, которые потом понадобятся им в жизни. Так, все, столы у нас протертые, чистые. Что мы делаем дальше? Тарелки откладывай. Давайте раскладывать тарелки. А потом вот это. Салфетки. Угу. Может, салфеточки сначала поставим? Ну, давайте. Давайте поставим салфетки. Я сама это ставлю. Ты умница. Двойную. Угу, хорошо. Еще. Давай. Ну, Алиса тоже будет. Угу. Саша, иди сюда. Ты мне нужен. Угу, давай вставай сюда. С этой стороны. С какой стороны мы кладем ложку? С правой. Наоборот. Затем столом посмотри, все ли верно. Помнишь, как ведущий себя ведет? Не торопится, чтобы команда не опаздывала от тебя. Поняла? Строимся на уголочке красиво. Покажем, как умеете. Ага. Вот ведущий здесь у нас поет. Ребята поравнялись по полосочке. На полосочку не наступаем, но очень-очень близко. Сашка, посмотри свои ботиночки. Вот, красиво. Вспоминаем, что мы делаем на команду «Равняйся». Да? Так, руки по швам. Почему по швам? Потому что здесь у нас швы на одежде. Приготовились. Спинка прямая, голова прямая. Равняйся. Смирно. Ой, забыли отставить. Давайте еще раз. Мы поворачиваемся в сторону ведущего, да? Показываем командиру, где стоит у нас ведущий. Еще раз. А ведущий стоит прямо. Еще раз. Равняйся. Сашка. Смирно.
Ой-ой-ой. Правая рука где вспоминаем? Направо. Раз, два. За ведущим в обход по залу шагом. Марш. Раз, 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 два, три. 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 Теперь немножко побежим, да? Легкий бег, вспоминаем, ручки у нас помогают бежать, глазки смотрят, ротик закрыт, носик дышит. Побежали. Ротик закрыт. Потихонечку на спортивный шаг переходим. Раз, 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 раз. И замедляемся шагом. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Самостоятельно, без кубов. Колонну по два. Шагом. Марш. Раз, 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 два. Айсар, сильно пошел. Раз, раз. Цифра 1. Раз, два, три. Вперед. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Молодцы, умницы. Раз, 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 два, три. Раз, как великие спортсмены. Раз, 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 два, три. Ну что, ребята, давайте с вами сейчас сделаем легкую физическую разминку, которая нам поможет всем проснуться, кто еще не проснулся. Начинать мы будем с головы. Голову наклоняем в правую сторону, прямо кладем на плечико. Раз. И в другую сторону 2, 3, 4. Ручки положили на плечики. И теперь делаем круговые движения вперед. Раз, два, 3, 4. Назад. Раз, два, 3, 4. Ножки поставили на ширине бедер. И теперь сначала к левой ножке наклонились, попробовали дотянуться до носочка. Раз. Потом на серединку. 2. И потом на правую ножку. 3. Еще раз. Раз, два, 3. И еще раз. Раз, два, 3. Теперь делаем наклоны. Ручки поставили на пояс, будь здорова. Наклоняемся. Можно вот эту руку сразу отводить за ушко. В правую сторону. Раз, два, 3, 4. Поменяли сторону. Раз, два, 3, 4. Ручкой, пальчики вот так в замочек. Сцепили вперед. Раз, два, 3, 4. И попробовали назад. Раз, два, 3, 4. Ну, попозже получится, тренироваться будет чаще. И теперь остались прыжки, да? Давайте мы попрыгаем 10 раз на правой ноге, 10 раз на левой ноге и 10 раз на двух ножках сразу вместе, хорошо? Приготовились с правой ноги. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Отдохнули. Раз, 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 два, 3. Джулурка. Раз, джулур. Раз, два, 3. Молодцы. Восстанавливаемся. Еще раз носиком. И последний раз носиком. Молодцы. Сейчас идем на перестроение за ведущим. По зеленой полосочке пойдем в умывальную комнату мыть ручки с мылом. Договорились? Красиво приготовились. За ведущим в одну колонну шагов. Марш. Раз, 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 два, 3. Раз, 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 два, 3. Все, пойдемте, ребятишки, руки мыть. Не холодная? Красиво, да? Сорока.
Ну, потому что длинная шея, я сама высокая и шея длинная. Ты помылся? Помылся? Пошли за стол. Вот, Ариана, на, моя хорошая. Так, ты с мылом ручки помыла, красота моя? Вернись. Не мочим Не просто, хулиганим. а белые перчатки. А ты капельки не отжал, Сашка, отжимай капельки. Давай-ка потрясем сюда. И вот Молодец, умница, давай. Что, Владик? Все, теперь ручки надо вытереть насухо. Вытираем ручки. Капельки отжимаем, можно вот так встряхнуть. Точно, с мылом. И теперь все, отжали, вытираем ручки. Иди сюда. Я? Вытирай насухо полотенцем. Он сейчас будет нервничать. Все, ручки вот так отжали, можно потрясти. И теперь вытираем. Саша, садись. У тебя с совушкой, да? Очень ты подожди. красивая. Кто? Фиолетовый. Пойдемте завтракать. Ребята, сегодня у нас на завтрак каша «Дружба» с молоком. Также для каждого из вас приготовлены бутерброды, батон с маслом и кофейный напиток. Прежде чем мы приступим к трапезе, какое у нас сегодня число, кто знает? Вчера было 19-е, сегодня вторник разве? 20-е сегодня. Давайте поменяем календарик. Сегодня 20 октября. Ага, Незнайку как будете представлять? Куда Незнайка дальше направляется? Правильно, сегодня у нас четверг. Завтра будет пятница. Завтра да, будет пятница, а потом выходные. Ну что, ребята, всем приятного аппетита. Все, приступайте к трапезе. Вот, Саша, смотри, как хорошо сама, ты кушает, чего не молодец. Ты себя плохо чувствуешь или у тебя просто настроение? Ты уже кушал? Ну мы же договорились 5 ложечек. Давай хотя бы 5 малюсеньких, чуть-чуть. Угу. Давай попробуем, просто попробуем. Это же каша «Дружба». Кто ее кушает, тот ни с кем не ссорится, со всеми дружит. Давай. Молодчина, ты настоящий супергерой. Давай, это была ложечка 1, ложка 2. Вот, Владик, ты тоже давай, 5. давай, не ленись. Ложечка номер 3, 4, 5. Умница. Если хочешь, У можешь нас оставить, сегодня если чемпион не- по поеданию, как обычно, Саша, да? Будешь доедать или можно убрать? Можно убрать. Ой, Тогда аккуратненько. кушай бутерброд и пей кофе. Хлебушком заедай, запивай. Ты тоже чемпион? Сонечка, давай кушай, кушай, моя хорошая. Джилур ничего не поел, полную тарелку несет. Еще и хлеб туда завалил. Ты Да? 5 ложек съела? Честно? Точно? Умница. Давай-ка покажи еще 3. Я посмотрю, какие у тебя. Полные ложки? Вот кастрюлька. Аккуратненько, смотри на Давай, это тарелку. чтобы На тарелку волосы смотри. всегда были красивые, да? Давай еще одну. Ты просто все съел, тебе вообще ничего не надо, да? Там никакой мотивации, просто надо кушать, и все, да? Тогда и вырастешь большим, сильным. Что? Алиса молодец, пустую тарелку несет, умница. Мгм, ну, пускай. Так мужчина должен хорошо кушать. Ты съела 15. Какая умница, правда? Испытано на себе. Моя стеклянная. Моя стеклянная пупа. Вот. Моя стеклянная пупа. Вот моя. Ага, красивая. Тише. Взяли каждый свое зеркальце, посмотрел, какой он умница, красивый, счастливый, довольный. Сейчас мы начинаем делать задание. Первое упражнение называется «Бегемотик». Бегемотик рот открыл, подержал, потом закрыл.
Подразним мы бегемота, подшутить над ним охота. Что нужно сделать? Широко открываем ротик. И язычок расслабили, вот так вот, лежит он возле зубок. Раз, два, язычок расслабь, вот так. Как будто он выпасть хочет. 3, 4, 5. Отпустили, помочили язычок. Губки вот так вот размяли. Следующее упражнение – улыбка. Все, что нужно сделать, это широко улыбнуться. Покажем, какие у нас зубки красивые. Вот. Улыбаемся, чтобы все зубки были видны. Улыбается щенок, зубки показал. Я бы точно так же смог. Вот смотри, сейчас. Раз, два, три, 4, 5. Когда с другом шутите, смеетесь много, щечки вот устают же бывают. Вот так. Не устают еще? Ну, давай тогда еще одно сделаем упражнение. Зубки болят? Язычок? Так он должен быть расслабленный. Тоже? Ну, тогда надо аккуратненько. Вот, следующее наше упражнение будет слоненок. У слоника что у нас самое такое, что отличает от других животных? Это мои руки. Ты давай в зеркало смотри. Ребята, это большой ноготь. Делаем слоника, хоботок. Губки вперед вытянули. Как будто бы поцеловать хотим кого-то. Маму целуем перед садиком. Молодцы, ребята, вы все очень сильно постарались. Сейчас девочки встают, кладут обратно в корзинку зеркала. Покажи. На кого похоже, когда так делаешь? Нет, слоник вот так. А вот когда вот так щечки падают? Девочка. На рыбку. Похоже на меня. На тебя похоже. Да. И вот такой. Это я. Ага, теперь мальчики. Очень красиво. Теперь Так делаем. как? Нет, у тебя. А так делает Черный котенок, пьет молочко. Да? Да? Волока. Она очень вкусная. Испытано на себе. Открываем рабочую тетрадь на странице номер 6. Позеваем попозже. Мы уже проснулись, зарядку сделали, должны быть уже полны бодрости и сил. Все открыли? Так, где твое задание номер 6? Посмотрите, ребята, художник у нас нарисовал яблоки. Это у нас шарики. Но немножечко ошибся. Задание было на каждой карточке нарисовать 6 предметов. А он сколько яблочек нарисовал? 1, 2, 3, 4. А здесь сколько нарисовал? А здесь? 5. Давайте поможем художнику исправить его ошибку. На каждой карточке нужно дорисовать ровно столько предметов, чтобы получилась у нас цифра 6. Ну, давай считать, сколько у нас есть? 1, 2, 3, 4. Не хватает. 2. Пишем, давайте рисуем. Сначала рисуем яблочки. Одно яблочко сделал. Теперь посчитай, сколько у тебя общее получилось. 1, 2. Нет, я. Давай сам, все, не мешаю. 2, 3, 4, 5, А нужно сколько? 6. Вот, значит, что еще нужно сделать? 1. Еще нарисовать. Я сделала. Угу.
Так, София, давай-ка посмотрим. Давай-ка посчитаем. Так, давай, начинаем. 1, 2, 5. 5. А сколько нужно? 6. Значит, сколько у нас еще не хватает яблочек? Так, дружок мой, давай-ка считать. Считай вслух. 2, у меня тут 3, 4, 5, 6, 7. А сколько нужно было? Угу. Так, давай тебя проверим. Очень даже получается. Ты просто чуть-чуть поменьше их нарисуй. Ластика. Очень хорошо, что у тебя есть 2 ластика. Но будем надеяться, Меня. что он не понадобится. Все будем делать сразу и правильно. Неудобный, да? Так, девчонки, как у вас тут обстоят дела? Давай, считай вслух. 2, 3, 4, 5, 6. А сколько нужно было? Вот, верно. Тоже правильно. Ага. Давай посчитаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Умница. Посчитаем твои, Ариана, яблочки. Раз, 2, 6. Сколько? Угу. Я нарисовал яблочко. Я нарисовала 2 яблочка. Я уже проверила твои яблочки, ты умница. Ребята, а внизу у нас стоит пример. Да? У нас изначально художник ошибся, нарисовал 4, а нужно было 6. Сколько мы дорисовали яблочко? У меня 6. Это общее количество. А сколько мы нарисовали? 6. Не. Ребята, сколько вы нарисовали яблочек? 4 яблочка было. 2. Добавили. Давай. Алена, сколько добавили? Подойди, Алена. Угу. Значит, какой цифры тут не хватает? Да, давай мы поможем художнику исправить. Дорисуем необходимое количество яблочек и напишем циферку, чтобы получился Проверяйте, пример. ребята, все ли вы правильно сделали. 2, 3, Угу. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осталось еще одну. Угу. Все, умница. Молодчина. Садись. Теперь, 6 мячиков. вот правильно, столько и нужно. Теперь давайте переходим ко второй карточке. Ариана, я тебя слушаю. А, ты хочешь нарисовать? Хорошо, давай, подходи. Сюда к доске. Мячики у нас какого цвета? Угу. Какого цвета мячики? Синий. Сколько здесь у нас нарисовано? Сколько? Давай считай. 3. Сколько нужно еще дорисовать? Кто поможет Ариане? Мгм. Давай, ты первая, Вика. Еще 3 надо Ага. добавить. Ага. Ага, ты поможешь, да? Давай мы тогда с тобой на следующем примере, ладно? Да? Угу. Давай. Давай. Ага. Давай садись на место, я тебя позову. Хорошо? Давай, Вика, сколько нужно нарисовать? И 4. Сколько? Подумай. 1, 6, 2, 6. Давай, будешь по одному рисовать, мы будем считать. Вот это есть 1, 2, 3. Это какой мячик будет? 5. Нет, после 3 у нас какая цифра идет? 2. Давно? Думаем, думаем. 1, 2, 3, 4. Потом еще нужно какой нарисовать? Нужно еще одну сделать. 5. А нам нужно, чтобы получилось 6. Значит, что? Стоп, все сделала. Еще одно яблочко, мячик рисуем. Плюс. И теперь посчитай, сколько мячиков мы дорисовали. 1, плюс 2, 3, Значит, сюда в примерчик какая встает циферка? 3. Молодец, дописывай.
Ребята, все дорисовали по 3 мячика? Цифра. Это разве 4? Вот, какая красивая троечка получилась. Молодец. Садись на свое место, дорисовывай то же самое в тетрадке. Давайте, кто сделал? Угу. Ты правильно уже все сделал? Давай-ка посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так ты все задание сделал. Давай-ка к доске. Давай мы теперь с шариками разбираться. Желтенького нету, давай зелененький возьмем. Угу, бери зелененький фломастер. Угу. Сколько художник у нас ошибся? Сколько нарисовал шариков? 2. А сколько должно получиться? А значит, сколько нам нужно дорисовать? Молодец. Давай рисовать дальше. Шарик. Угу. Теперь у нас получилось сколько? 3. Угу. 4. 5. 6 шариков. Сколько мы дорисовали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Умница. Сколько ты нарисовал? Считай. 1, 2, 3, 4. Какая тут циферка будет? Давай, дописывай. Это раз... Угу. Хорошо. Так, Саша, что мы там падаем? Порисовать хочешь, да? Угу. Мы порисуем все. Умница. Кто у нас пойдет рисовать морковки? Саша пойдет. Давай, Саша. Давай, доделай одну морковочку сейчас, Алиса. Умница. Угу. Давайте сначала Саша подойдет спокойненько. И посчитай, сколько нарисовал художник морковок? 1 морковка, 2 морковка, 3 морковка, 4 морковка, 5. А нужно сколько было? Еще одну дорисовать. Да, Хорошо. последнюю. Последнюю. Давай мы возьмем и красный, и зеленый. Нарисуем самую красивую морковку. Угу. Давай. Чтобы точно такая же, чтобы никто не заметил ошибки художника. Угу. Давай, рисуй. Самую красивую морковку. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. И давай добавим ей ботвы зеленого цвета. Угу. Ой, умница какой. Готово. Готово. Только пример осталось решить, сколько мы дорисовали, какая тут циферка стоит. 6. Нет, 6 у нас стоит после равно. А к 5 мы сколько должны прибавить? Ты сколько морковок нарисовал? 6. Нет, ты нарисовал сколько? 1. Одну, значит, какая тут циферка будет? 1. Давай ее напишем. Давай. Она будет сиреть цветом и Палочка с носиком. сиреть. А, Я знаю, как ее рисовать. Давай, покажи. ой, отойди, Саша, немножечко в сторону. Угу. Вот. Угу. Вот так. Все, молодец. Все ребята дорисовали морковок? Точно? Угу. Саша, садись на Давайте место. теперь, ребята, немножечко перерыв сделаем. Встали все из-за своих столов. Испытано на себе. Прямо сейчас после занятий дети возвращаются в свою естественную среду. То есть у них есть время для игр. Игры эти тоже молодец. Развивающие, которые помогают им развивать концентрацию. Есть игра «Меморина», которая помогает им нарабатывать навыки зрительной памяти. Мою маму зовут тоже Малина. Марина, а меня Полина зовут. Полина? Да. А ты знаешь, как переводится имя Марина? Нет. Оно означает «морская». Твою маму зовут Море. Оля.
Ага. Так, давай, Саша, твоя очередь. Опа. Так, что это у нас? Свекла. Свекла где растет? На ветке. Так, София, мы почему это нечестно играем? Играем по одной. Хулиганка, груша. Груша где растет? На дереве. На дереве. Как еще говорят? Я грушу люблю. Любишь? Это очень полезный фрукт. Да. Я люблю. А я Давай, София, бери. Что у тебя? Морковочка. Теперь я старшую назначаю Алису. Алиса будет всем раздавать, да? Давай. Давай, ты главная. По одной берем, а мы с тобой давай порыбачим, да? Мы с тобой возьмем удочку. Давай мы сделаем вот так, чтобы нам посложнее было, да? Нет, давай вот это будем ловить. Давайте будем брать по маленькой вот такой рыбке. Оп, О, большой. у меня рыбка не ловится. Ты чего, Алиска, иди-ка сюда рыбачить. Я большой нашел. Умница. О, Алиса, что у нас происходит? она почему не играет? Она хулиганит, да? Ну, давай в другую игру поиграем. Давай мы будем, вот удочка у нас есть. Давай будем рыбачить. О, это Ты не балуйся? Вот, смотри. она еще когда Черепаха. Я тоже помню, что она была. Вот так. Так. Еще. Смотри, сколько у меня. А руками нельзя их трогать. Теперь попробуй так же. Так. Разве? А там без рук надо делать. Подсказываете и открываете еще. Айса. Если нечестно играешь, не надо тогда играть. Можно я? Можно, конечно. Давай давай. Держи. Уже устала, да? Ушко у тебя там сложилось, да? Наконец-то ты. Сейчас. Покажи. Подожди. Он угадал, значит он еще раз идет. Давай. Давайте сначала Давай мы все уберем. Наступила осень, время собирать урожай. А потом, когда зима, ой, лето, мы посадим. Да, нет, обычно весной сажают, да? Давай весной. Хорошо. Мама, можно вытащить? Я буду раздавать. Хорошо, ты будешь у нас главная. Все? Поняла? Мои любимые. Уже морковь. Мою любимую. Как называется этот фрукт? Вишня. Давайте потом, после обеда, мы доиграем. Испытано на себе. В каждой группе работает по 2 воспитателя. Они работают посменно по полдня. Вчера мы отсняли первый день нашего «Испытано» и попробовали себя воспитателем до обеда. Сейчас мы пришли во вторую половину дня. Здесь уже совсем другие занятия и другие заботы. Но ребятишки только что проснулись, и я думаю, они нас тоже сейчас поприветствуют. Всем привет, кто проснулся? Привет! Ну все, давайте потихоньку просыпаться, заправлять постельки и приводить себя в порядок. Да? Угу. После того, как дети проснулись, они обязательно встают на дорожку здоровья. Это хорошая профилактика против плоскостопия, а также массаж стопы. Давай причешемся. Угу. А ты куда пошел? Чтобы в еду не попало. Иди ко мне, мой пупсик. Все? Вы успокоились, молодой человек, да? Вы выспались? Нет? Вика принесла. Ну все.
Все, давай, нам с тобой еще работать вместе. Угу. Матвейка, поел? Что сидишь? Поел? Кушай. А ты-то что, уже так быстро поел? Такие большие куски им положили сегодня. Я почти все съел. Молодец. Ну ты-то у нас же вообще чемпион по поеданию. Ты не хочешь молоко? Да? Ты же у Ну, ты нас пирог хотя бы чемпион. даешь, а потом водички тебе нальем. Я готовила стишок. А, стишок готовил? Ну ты даешь. Нет, моя девушка. Я Так, я что-то вас сильно разболтала. Когда я ем, я глух и нем. Забыли мы про... Да, молодец. Все, красота. Так, кто поел, идет переодеваться на танцы. Смотри, как у нас красиво получилось. Видишь? Красота. Давай, доедай. Физкультура. И пойдем на танцы. А куда делся? Прибирай. Держимся за перила. И где у нас находится танцевальный зал? Здесь? Угу. Давай, веди меня. Тут другая группа. А, сюда. Мы не туда пошли. Вот, музыкальный зал. Здравствуйте. Кроме основной работы, которую делает воспитатель в группе, ему еще помогают методисты. И вот так, как лодочка, качаешься. Поэтому она лодочка и называется. Все, отдыхай пока. Давай. Раз. Поднялись. Грудку поднимай тоже. И ножки поднимай. Давай, вот так. Оп. А ножки-то держи. Ножки держи. Оп. Вот так. И качаешься. И набирай воздух. А потом ты честь рисовал. Матвей, побудь. Еще раз. И. Молодцы. Так, теперь быстренько берем лодочки свои. Идем. Ай, молодцы. Нравилось? Так, теперь построились с паровозиком. Пойдем по местам. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ручки. Давай. Обязательно подумай час. Вот можно в магазин сходить. Мама, я хочу пепси. Хочешь пепси? Пожалуйста. Окей. Пепси? Это не пепси. А где пепси? Давай лучше купим с тобой сок натуральный, он более полезен. А, и еще... Ага, все, хорошо. Давайте. Мед хочешь? На, вот тебе мед. Так, на ужин нам надо купить продукты. Еще сетовать. Ну, шоколадку обязательно. Как мы без нее будем пить чай? Чай пить. Все, да? Угу, спасибо большое. Все, девочки, пойдемте на пикник. У нас помидор укатился. И яблоко.
Все. Все. Вот, пожалуйста. Так, теперь ноги соединяем одной, нет, отойди подальше, пусть стоят. Да, пожалуйста. Вот это. Ага, всё. Ага. Так, так, девочки, на завтрак у нас тосты с яичницей. Да, мое солнышко? Что? Угу. Все, хорошо, спасибо. Это к нам алименты передали. Это неплохой такой источник дохода. Ты в магазин, хорошо, купи нам что-нибудь вкусненькое. Все, давай, кушай, приятного тебе аппетита. Это для тебя все бесплатно. Ложечку, 1 минутку. Как будто бы я снова дома. Так, где у нас тут ложки? А где ложки? Вот здесь? А, ой, точно, у нас есть ложка. Так, вилочку. О, Рафаэла, давай сейчас чайник поставим. Угу. Так, девочки, кушаем. Угу. Попить, пожалуйста. Умница. Вот, кушай. Нет, давай. Что? Мяско, вот, пожалуйста, котлетки. Это не мяско. Сначала съешь котлету. Признаюсь честно, таких игр мне не хватало очень-очень давно. Да, моя солнышко. Ой, ты сходила за покупками. Умница. Так, ты у меня вся измазалась. Надо тебе щечки помазать кремом защитным. Угу. Ой, груши, здорово. Да, солнышко. Угу. Это сдача, да? Все хорошо. Как ты пригласила? Ага. Давайте, девочки, нам пора ужинать. Присаживайтесь. Нет, тортики у нас будут после того, как мы все поедим. Давайте сфотографируемся. Давай сначала сфотографируемся. Смотри, какой памятник у нас красивый построили. Давай, садись. Ага. Будешь с моими девочками фотографироваться? Угу. Давай. А? Да, все делайте вот так. Супер, очень красивая фотография. Мы потом распечатаем и отправим их в журнал. Будем зарабатывать деньги. Денежку вот у сестрички своей спроси. Вот. С Алиской поделись. Пойдем переоденемся. Ты уже потанцевал? Да, мое солнышко. Я тебе разрешаю брать любой. Я устала быть мамой. Ага. Рисовать будем? А может сначала сходим переоденемся? Пойдем переоденемся, ладно? Это же у тебя для танцев форма? С днем рождения? Сейчас мы с тобой во всем поиграем, хорошо? Только надо переодеться. После всех основных занятий у детей появляется время на свободные игры. Каждый может выбрать себе игру по интересам. Кто-то играет в дочки-матери, кто-то строит из конструктора Лего, кто-то играет в магазин и также получает какие-то социальные навыки и уроки финансовой грамотности. Сейчас до прихода родителей в группе будет очень шумно, но самое главное, это дети, конечно, будут все заняты делом. Вы сами, друзья, можете видеть, что это довольно-таки непростая работа, но эмоции, которые она дает, они несравнимы ни с чем. А наш выпуск подошел к концу. Всем хорошего настроения и увидимся в следующих выпусках.